Вот если бы вы могли вернуться обратно в прошлое, начало этой карьеры, да, вы бы что-нибудь изменили? Я вообще нет, я бы ничего не изменила, все так, как нужно, все идет так, как надо. И в прошлое заглядывать, возвращаться это плохо, так нельзя. Почему? Ну, я так считаю. С недавнего времени я начала так считать, что прошлое все-таки как бы оно прошлое, на то такое слово, собственно, существует. И да, можно посмотреть, как-то оглянуться, подумать, что было, чего не было, какие хорошие моменты были, какие плохие, но возвращаться ни в коем случае нельзя. И оставаться там, и копаться там в себе. Вот, поэтому прошлое было. Я не считаю себя примером для подражания, потому что, всю жизнь там я плохо училась, у меня были тройки. То есть я такой среднестатистический подросток, допустим, если брать школьные годы, да, если, там как раз-таки можно брать какой-то пример, там, или сейчас, допустим, тоже у меня есть очень плохое качество лень, например, какой-то пример для подражания. Но, во всяком случае, я что-то стараюсь делать. Вот, может быть, в этом пример может быть. У вас много друзей? Да. Вы это поняли сейчас, вот когда я с вами разговариваю, или как? Нет, просто интересно. У меня достаточно приятелей, много приятелей, а друзей, как таковых, с которыми можно поделиться чем-то таким глубоким, своим, личным. Конечно, мне кажется, у каждого человека их не очень много, в принципе, потому что люди, они не очень любят открываться другим. Вот, да, не очень много, оказывается, ответ. А врагов? Приятелей много. Врагов, вот этого я не знаю, на самом деле. И, как сказать? Нет, я никому не держу такого прям зла, чтобы считать какого-то человека своим врагом, нет. А был ли такой фактор у вас в карьере, да, который вот все изменил? Если бы этого не случилось, то всего этого могло бы и не быть. Да, был, но я не скажу. Почему? Это личное такое. Как это? Если в общем объяснить, то бывают такие ситуации, после которых они собираются как пазл. Допустим, случилась одна какая-то ситуация, из которой вышла другая. Затем из этой ситуации еще вдобавок добавилась там еще какая-то, и плюс вышло все это просто вот во что-то. И вот все это началось именно конкретной одной ситуации, и все пошло снежным комом. И, в принципе, слава богу, потому что ситуация не очень хорошая была. Вот. А вышло все, как видите, прекрасно. Если не говорить о том, что вот именно якуты пришли на федеральный канал, это, наоборот, Россия выходит на новый уровень. И мы, как часть России являемся, да, все-таки вот и постараемся как-то выйти и показать себя. Если действительно есть что показать, то надо это делать. Насчет звездной болезни? Нету. Все спрашивают, нету. Вообще нет. Тогда через 20 лет какой вы себя видите? Вот сейчас она думала, сколько мне будет. Я представила, и что-то я даже не посчитала, сколько мне будет. Мне будет 42 года. О, Боже. Я, во-первых, седину красить не буду. Вот что я подумала. Это будет очень клево, благородно, мне кажется. Это пока мне так кажется. Может быть, я потом совершенно по-другому заговорю, да? Я надеюсь, что у меня будет то, что я сделаю за эти 20 лет, что-то интересное, и то, что люди будут ценить. И, в общем, постараюсь как-то за эти 20 лет, про которые мы сейчас говорим, донести что-то интересное до людей и получить какой-то ответ от них. Вот такой я буду. Такой личный вопрос для вас. Как у вас на личном фронте? На личном фронте я ничего не говорю про это. Почему? Потому что я не хочу. Принципиально. Да. А вы часто говорите неправду? Часто ли я говорю неправду? Да. Конечно, я же публичный человек.